Премьер-министр Республики Казахстан, правительственная комиссия в составе руководства Министерства энергетики, Комитета атомного энергетического надзора, представители местных исполнительных органов сделали объезд по всем критическим объектам теплоснабжения города Сарань, объехали все ключевые котельные, ознакомились с ходом работ по восстановлению тепловых сетей. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком. Задействована резервная схема теплоснабжения. Сроки, определенные премьер-министром, находятся на контроле министерства. В соответствии с планом развития города планировалось запуск новой большой районной котельной, которая должна была заместить маленькие котельные, которые обслуживают кварталы и объекты социального обеспечения города. В силу причин, которые будут определены специальной комиссией, то есть будет уже эта комиссия создана, Комитет атомного энергетического надзора детально разберется, в чем была проблема при запуске данного объекта. Он не был своевременно введен, запущен в эксплуатацию. В этой связи акиматом оперативно задействована резервная схема теплоснабжения, как я уже говорил, восстановлены и восстанавливаются уже в завершающей стадии работа мини-котелен, происходит подключение к тепловым сетям, часть объектов уже подключены в настоящее время, и вот до конца дня будем эту работу на контроле держать, чтобы в соответствии с установленными режимами, в соответствии с установленными графиками все оставшиеся дома и объекты социального назначения были подключены. Мы посетили сегодня школы, посетили детский сад, посмотрели, как обеспечивается поддержание тепла, циркуляция, сверились со сроками подключения. По заверению подрядной организации, они усиливают команду пусконаладчиков, то есть дополнительные специалисты должны вот сегодня, завтра утром прибыть. Мы ознакомились с режимами работы, с аварийным журналом, с данными работы автоматики данной станции, но окончательные выводы сделает комиссия. Но здесь есть совокупность ряда факторов. То есть первый режим автоматика показывает объективно режим аварии, есть проблема работы циркулярных насосов, есть проблемы были связаны вот непосредственно с работой котла, с работой низкого кипящего слоя. Но вот я говорю, вот объективные окончательные выводы может сделать только комиссия, которая определит проблемы. То есть сейчас это все восстанавливается, работают ремонтные бригады уже сейчас. И вот окончательные выводы мы сделаем, но тем не менее работы по пусконаладке будут продолжены, станция будет работать, то есть у них в планах запуск не только первого, но и второго котла. А вообще в целом можно станции было там 4 эту котла. Проблему избежать изначально? Нет, она вышла в ходе как раз именно пусковых работ. То есть изначально дали команду на запуск, предварительные были все условия соблюдены, мы надеемся, но это, я говорю, комиссия покажет. И вот в ходе запуска было 2 аварийных отключения, то есть 2 раза запускали данный котел. Он выходил на режим работы 55 градусов, но потом режимом автоматики был выключен. То есть сработала техника. Будем надеяться, что с усилением команды пусконаладки данной котельной данные проблемы будут устранены. Котельные специально посетили. Были котельные, на которые котлы были демонтированы. Сейчас они восстанавливают работу этих котлов. То есть сейчас пока температурный режим позволяет, там в одном месте 2, в другом месте 3 котла, в одном 5 котлов. Уже котлы эти монтируются, заказаны дополнительные котлы новые. То есть до наступления таких уже резких температур, похолодания, в соответствии с планом работы акимата, данные дополнительные котлы будут установлены. А вот то есть эти сейчас 80 домов, сейчас котлов, вот, которые их пока достаточно для поддержания температурного режима. Комиссия будет достаточно детально работать, они отследят весь период, весь хронометраж возникновения аварий, действия персонала, решения, которые предшествовали, изучат протоколы работы оперативного штаба по подготовке к зиме. Всю работу, в том числе местные исполнители, проводятся для
обеспечения надежности теплоснабжения. Работа организовано дежурство. В необходимом объеме проводятся сварочные работы, сварщики, техникой они обеспечен контроль. То есть в настоящее время работа идет